Стало очень популярно снимать обзоры на машины, всякие YouTube-каналы, типа, ну вот, первый из ютубщиков, которого я увидел, это был Жорик Ревазов. Сейчас смотрю Ильдар Автоподбор, тоже, кстати, наш земляк с Татарстана, с Влада парнишка. Вот и мы приобщились к этой культуре. Правда, у нас не обзор не на машину, а просто ролик о клубе, о жизни, о взаимопомощи, о общении. Слушай, а там это что-то, Шкода сломалась. Да, поможем. Давай поможем. Примкнуть к сообществу клубов возникло тогда, когда я купил автомобиль, вот именно Шкода Октавия, 2014 год, март месяц. Модель вышла новая, я фактически о ней ничего не знал. Соответственно, начал изучать форумы, читать, списался на драйве с владельцами таких же машин, ну и первый раз встретились. И так и родилась идея создания вот этого клуба «Шкода». Нам нужна была площадка для общения. Первым делом мы, естественно, как молодежь, зашли в группы ВКонтакте, но, к сожалению, две казанские группы, которые ВКонтакте на тот момент существовали, были фактически мертвы. Чтобы не начинать деятельность клуба ВКонтакте заново, мы решили делать продвижение клуба на основе уже имеющейся группы, в которой были представлены админские права. Вот. Это было 18 мая 2014 года. Таким образом, на сегодняшний момент клубу уже чуть больше 3 лет. Я пришел года 2, наверное, или 3 назад. Меня завербовали на заправке. Дали визитку, так я вступил в клуб. Шкоду купил в 2014 году. Машину решили менять, когда жена забеременела, ожидали пополнения в семье, поэтому нужна была машина безопасная. Шкода этому соответствует, у нее очень много подушек безопасности. Ну, вообще быстрый автомобиль, вытащит из критической ситуации. Но основное, мы ждали двойню, нужен был огромный багажник, в который влезет коляска для двойни, она такая большая. И вот это стал решающим. Да, огромный багажник, в него все отлично влезает, ничего не нужно, ни колес никакие откручивать у коляски. И до сих пор, у меня сейчас, кстати, 3 детей, и 3 кресла влезают на заднем ряду сидений, то есть вместимость – огромный плюс этого автомобиля. Позвонил в салон «Шкоду»,
узнать, что почем цены. На этом все. Потом менеджер начал долбить через каждый день. Давай, приезжай. Приехал на тест-драйв, сразу посадил меня за руль. Прокатился, понравилось. Решил приобрести. Купил Шкоду Фабия первого поколения. И сразу зарегистрировался на драйве сайт. И тут познакомился с Евгением, с администратором Шкода клуба. И он пригласил в свой клуб. Вот, тем самым я вступил в наш казанский Шкода клуб. Сама по себе машина экономичная. Мне нравится то, что и запчасти не такие уж дорогие, как у других машин. Ну и для меня пока самый то. И продавать не собираюсь. Всем привет, меня зовут Руслан, мой никнейм Абзый, я являюсь представителем Еврокода. Всем желающим ездить на достойной, скажем так, на одной из достойнейших прошивках, на стройках, добро пожаловать. Какие машины шьют? Машины шьются, в частности, ваговские, такие как Audi, Шкоды, Сиаты, Volkswagen, Audi, еще раз повторюсь. В основном все автомобили Volkswagen, концерна Volkswagen. Да, сначала была у нас своя команда, так и называется, злые нас назвали. Своя группа была в WhatsApp. Оттуда вот я и узнал, что у нас есть группа Шкода Казань, куда меня рекомендовали. Я до точности не знаю, как я туда попал, но иными словами, попав туда, узнал много интересного. Всем рекомендую, советую участвовать в клубе. Со всеми вопросами обращаться только к нашему администратору Евгению. Я являюсь официальным представителем дилерской сети ТТС «Шкода» в Казани. Здесь официально Даурского 18, менеджер отдел по продажам Зарик Профиль. Наша компания основывается здесь уже на Даурске с 2011 года. Являемся крупнейшим дилерским центром в Поволжье. Цель нашей компании является именно повышение качества обслуживания. То есть есть сейчас очень хорошая сервисная акция. Мы очень рады, что существует такая группа «Шкода Клаб Казань», и рады видеть в нашем дилерском центре как на обслуживание, так и в дальнейшем, то есть в отношении покупки автомобилей. То есть надеюсь, что связь с нашим дилерским центром, с этим клубом будет постоянно и будут какие-то специальные условия. То есть всегда готов поддержать эту группу. Мы существуем для общения, для дружбы, для поездок, совместных вылазок, для помощи детским домам и благотворительности вообще в целом. Ведь люди, когда они вместе, они сильные, а автоклуб, он объединяет людей. Участники нашего автоклуба от участия в его жизни получают очень много полезных вещей. Как, например, для участников клуба действуют партнерские акции на автомойках, в магазинах запчастей. Помимо всего прочего, в клубе можно найти надежных друзей и рассчитывать на их поддержку. Как, например, недавно мы организовали предложение «Руки и сердца», с помощью машин выстроили надпись «Дорогая, выходи за меня замуж», написанное на задних стеклах наших автомобилей. Невеста сказала «да».
Жизнь нашего автоклуба очень богата на различного рода мероприятия. Помимо обычных встреч, которые проходят по четвергам, где мы общаемся, делимся новостями, катаемся, мы проводим различные акции. Допустим, мы сотрудничаем с Лаишевским детским домом, в который мы ездим с нашими коллегами из КГУ, которые привозят различные концертные программы для детишек. Кроме детских домов, мы участвуем в социальных мероприятиях в городе. Например, к 12 июня мы совместно с другими автоклубами Казани и сообществом автоклуба Казани 116 подготовили акцию «Флаг России». На площади Центрального стадиона, вот именно на этом месте, был выставлен флаг Российской Федерации триколор, белый, синий, красный. Такое количество автомобилей помогла собрать информационная поддержка в группе ВКонтакте и в Инстаграме с помощью сообщества автоклубов Казани 116. В наш клуб можно попасть очень просто. Достаточно найти нашу страничку в группе ВКонтакте vk.com/Шкода-Казань и подать заявку на вступление в клуб. Я, как администратор нашего клуба, рассматриваю эти заявки. Я задаю несколько стандартных вопросов относительно того, какая у вас машина, какая комплектация, двигатель, коробка, год покупки и год выпуска машины. Прошу выслать хотя бы одну фотографию, которая впоследствии будет обработана и выложена на стене. Помимо группы ВКонтакте, наши участники приходят посредством так называемого сарафанного радио. А именно это друзья, знакомые, коллеги. Может быть, даже кто-нибудь из семьи покупает автомобиль, и он сразу приходит к нам в клуб по рекомендации своего домочадца. Соответственно, те же самые требования предъявляются и к ним. То есть это выслать фотографию машины, рассказать немного о себе, рассказать немного о машине. Вот, в общем-то, и все. Добро пожаловать! Вообще, ребят, я очень рад, что вы являетесь участниками такого замечательного клуба. Вы очень добрые, позитивные, отзывчивые, надежные люди. Я надеюсь, что мы с вами свернем немало гор, достигнем больших высот и увидим новые горизонты. Спасибо вам большое за то, что вы есть.